Мищенко Ирина Болеславовна, заместитель руководителя по лечебной части Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи. Значит, в выходные дни станция отработала в своем обычном штатном режиме. Ежесуточно на смену выходило 70 бригад, это 210 человек, 30 врачебных бригад, остальные фельдшерские бригады. Оперативность по вызовам первой, четвертой категории срочности не нарушена. Все пациенты, которым была необходима госпитализация, доставлены на госпитализацию. Активы по поликлиникам отработаны, все донесения по ЧС направлены в соответствующие службы. Значит, как и обычно в выходные и праздничные дни, это было ожидаемо, повышение количества вызовов где-то на 40%. Если в обычные дни мы выполняем на данный момент где-то 650-700 вызовов, то здесь наслоилась еще вирусная инфекция. 31 числа было 800 вызовов, и далее идет увеличение. Значит, в последний день уже было 1014 выполненных вызовов, и ежесуточно старшим врачом и диспетчерской службой дается где-то 500-600 консультаций. То есть это чисто консультативные звонки, когда бригады скорой помощи не выезжают, пациенты получают консультацию. Помимо вызовов основных хочется отметить, что идет рост вирусной инфекции. То есть за выходные дни у нас 1300 вызовов прошло по вирусным инфекциям. И это где-то 68-70% это дети. То есть это дети от рождения до 18 лет. Хочется отметить, что в этом году не было ни одного вызова, связанного с петардами и какими-то салютами, то есть пострадавших от пиротехники, как в этом году, так и в прошлом году не было. Сыграла роль, возможно, что люди покупают санкционированные какие-то или сертифицированные средства пиротехники, сказать не могу, но обращений не было. Также не было тяжелых отравлений и ожогов у детей. В предыдущие года такие вызова были, когда родители заняты приготовлением к празднику, не досматривают за малышами. И в основном это термические ожоги, это электротравмы, это какие-то другие травмы. В этом году тяжелых, честных ситуаций, связанных с малышами, не было. Один случай был падение с горки, это взрослая девушка. Там ушиб поясничного отдела позвоночника, она была доставлена в травмпункт областной клинической больницы, прошла через травмпункт, не была госпитализирована. Единственное, что за эти дни прошло у нас 16 дорожно-транспортных происшествий по области, в них было 30 пострадавших, летальных случаев не было, но были люди, лица, которые были доставлены в травмпункт, были госпитализированы, но крайне тяжелых пациентов не было. По падению с высоты 2 вызова прошло, это падение с высоты, с этажей. Пациенты с политравмами, достаточно серьезными травмами, были доставлены в первую городскую больницу в отделении политравмы. По отравлениям, значит, у нас прошло 4 случая отравления, из них в этих случаях было 13 пострадавших. В одном из сел Павлодарского района загорелась елка, затлела елка искусственная, и вот отравление продуктами горения, получается 1 вызов, 4 пострадавших. Вот. Потом в одном из случаев тоже обогревали дом котлом, вот этот котел, как он называется, непрерывного горения, или как это, да, вот, там тоже какая-то была неисправность, тоже было ингаляционное отравление, но тяжелых пациентов не было. В общем-то, всем была оказана помощь, часть из них была доставлена в травмпункт, в больнице тоже оказана на месте помощь и отправлены домой. Из отморожений прошло у нас 2 случая, 2 вызова. Один – это отморожение лицо без определенного места жительства, там тоже не тяжелое отморожение, но он тоже был доставлен. И один случай был общего переохлаждения. Тяжелых пациентов тоже не было. Ну и, в общем-то, все по честным ситуациям, все. Наши же пациенты с острым коронарным синдромом, с острым нарушением мозгового кровообращения, беременные и роженицы, было обращений 40 человек у нас в этом году, вернее, за эти праздничные дни. Все они были доставлены в стационары, часть из них была госпитализирована, часть из них благополучно родили своих малышей, часть пациенток были отправлены на амбулаторное лечение.
Несмотря на то, что накануне было такие неблагоприятные погодные условия, бригады скорой помощи, в том числе и опорные пункты, которые стоят на трассах республиканского значения, все работали в обычном своем режиме, транспортировали пациентов. В общем-то, массовых ДТП таких не отмечалось. В общем, станция отработала в своем обычном штатном режиме. Лыжи, горки, коньки. Одна девочка была, девушка молодая, без переломов, пострадавшая, да, все хорошо. без переломов, без серьезных травм. Летальных случаев не было, естественно. Нет. А чаще всего по какому поводу обращались? Ну вот я вам говорю, что 1300 человек обратились с симптомами вирусной инфекции, из них 68% это детки. Это были острые коронарные синдромы, к сожалению, были острые нарушения мозгового кровообращения, были обострения хронических заболеваний, это бронхиальная астма, это хронические бронхиты, это холециститы, остеохондрозы, сахарный диабет, все, что обычно, по каким поводам обычно обращаются к нам пациенты, были эти вызова. Значит, пациенты с области, это город Аксу, Экибастуз и районы области с инфарктами, они все были транспортированы сюда на областной уровень, Павлодарский областной кардиологический центр, получили свой объем помощи, до сих пор находятся в стационаре. Острое нарушение мозгового кровообращения также Экибастузский регион сам принимает своих пациентов, Экибастузская городская больница. С районов области Аксу все пациенты с СУНМК доставляются сюда, в инсультные центры в Павлодар, и здесь получают лечение. Тоже такие пациенты были. Не было? Алкогольные опьянения были. Отравлений, прошу прощения. Отравлений тяжелых не было. Вы просто упомянули деток, в смысле деток с детками не было, что со взрослыми, кроме Не угарных было. газов? Не было. Все ясно, хорошо. Алкогольные опьянения были, но тяжелых таких алкогольных опьянений лиц, которым необходима была прямо стационарная помощь, реанимационная, не было. Сложных тоже не было случаев, да? Сложных случаев тоже не было. Это смотря что вы считаете сложными случаями. На ваш взгляд, острый коронарный синдром, то есть инфаркт с подъемом сегмента СТ, когда идет тромбоз сосудов коронарных, это считается очень сложный случай. Начинается лечение на этапе скорой помощи, догоспитальный этап подключается, если везется издалека, тромболитическая терапия, и здесь встречают уже реаниматологи кардиоцентра, сразу центр ЧКВ, стентирование. Это считается сложный случай для скорой помощи. А когда получаете подобный случай, вы сразу информируете кардиологов, да, чтобы они были на месте здесь? Или вы возите сразу в кардиоцентр? Есть дорожная карта. Согласно ПБСК, согласно дорожной карте, острые коронарные синдромы все доставляются в отделение, где имеется центр ЧКВ. То есть это где делают коронарографию пациенту, смотрят уровень поражения коронарных артерий и потом определяют объем необходимой помощи. У нас в Павлодарской области это один Павлодарский областной кардиологический центр. И поэтому со всей области, независимо с какого района, с какого моногорода, если есть подозрение на инфаркт, все пациенты бригадами скорой помощи доставляют сюда. Как только принимается решение о транспортировке, то есть еще пациент находится дома, бригада приняла решение о транспортировке, сразу оповещается кардиоцентр. И кардиоцентр уже ждет. Если это пациент с коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, если это без подъема, но высокий и средний риск, то, минуя приемный покой, реаниматологи уже ожидают, сразу поднимают пациента в центр ЧКВ на коронарографию. То есть у нас в Павлодарской области очень хорошо налажена эта работа. А если острое нарушение мозгового кровообращения, тоже Экибастузский регион, они берут своих пациентов, это Байнаул, Майский район, и сам Экибастуз своих пациентов лечит, все остальные доставляются сюда, в город Павлодар. У нас 3 инсультных центра, это при первой городской больнице, при третьей городской больнице и Павлодарский областной кардиологический центр. Решение о том, куда везти больного, принимать скорая помощь бригады, правильно? По инсультным центрам имеется график ургентства, то есть дежурство, он утвержден, как и всех отделений управления здравоохранения области, и он утверждается, и все, и бригады скорой помощи, и все стационары знают, когда кто ургентный. Но здесь имеет место состояние пациента. Если состояние пациента крайне тяжелое, если там имеется шок, если состояние угрожает жизни, то пациент доставляется в ближайший многопрофильный стационар.
То есть, например, у пациента острое нарушение мозгового кровообращения, дежурит 3-я городская больница, но пациент вызывает на усолку, например, то он доставляется в кардиоцентр или в 1-ю городскую больницу. То есть в ближайший стационар, где имеется реанимационное отделение, где имеется многопрофильность, где ему могут оказать помощь. То есть перевозок из стационара в стационар таких тяжелых пациентов не осуществляется. Он остается на месте и там получает лечение. И последний вопрос. Сколько бригад дежурило в новогоднюю ночь и сколько бригад дежурит вот сейчас, после праздника? У нас ежесуточно выходит 70 бригад на смену, значит, это по области. Из них 30 врачебных и 40 фельдшерских. Поэтому распределение бригад тоже различное. В районах в основном работают фельдшерские бригады. Город Павлодар имеет, Аксу и Кибастуз имеют профильные бригады, то есть это шоковая бригада, кардиобригада, педиатрическая бригада. Также мы решили и создали бригаду акушерскую, то есть есть случаи домашних родов, есть случаи экстренных ситуаций у беременных женщин. Значит, мы создали еще и акушерскую бригаду. Все наши медицинские работники, согласно приказу, обучены международным стандартам. То есть это базовая расширенная реанимация, реанимация детского возраста, неонатологическая, то есть совсем младенческая реанимация, вот, и оказание помощи при травмах. Наши водители все обучены и тоже имеют сертификат. Это безопасное вождение в сложных условиях и обучение водителей по базовой реанимации. То есть они такие же полноправные члены бригады, они четко все знают, чем укомплектована бригада, оборудованием, они знают, какой аппарат, если нужно, принести, показать. Точно так же, если бригада занята, то водитель, он предоставляет информацию старшему врачу в колл-центр. То есть водители у нас не просто водители, они выполняют функцию парамедика. Бригада состоит из скольки человек? Значит, состав бригады разный. Есть, мы работаем согласно 225 приказа. Врач, 2 фельдшера, водитель. И фельдшерская бригада – это 2 фельдшера и водитель. И также 3-й состав бригады – это врач, фельдшер и водитель. Вот, например, противошоковая бригада у нас, которая, в общем-то, выезжает на очень сложные случаи, она укомплектована врачом и 2 фельдшерами. 7-я бригада – это считается психоневрологическая бригада, когда пациент, ну, может быть, в силу своего диагноза, может быть, агрессивный и так далее, где нужны дополнительные руки. Они тоже оснащены и укомплектованы врачом и 2 фельдшерами. Остальные бригады работают врач, фельдшер, водитель или 2 фельдшера и водитель. Спасибо. Они сказали 70 по области, а в городе сколько выезжает? По области 70, по городу до 30 бригад. 30-31. Независимо, да, от праздника всегда выходит одно и то же количество. Одно и то же количество, 30 бригад, да, но видите, дело в том, что мы же имеем возможность отслеживать, где у нас на данный момент имеется большой наплыв вызовов. В районах, например, там всегда вызовов поменьше. Вот в районах вообще по 225 приказу одна бригада на 10 тысяч населения, это индикатор такой. Значит, но в районе, учитывая то, что мы вывозим оттуда и инфаркты, инсульты, беременных женщин по регионализации, да, то там у нас всегда одна бригада в резерве. Санитарного транспорта в каждом районе 2-3 единицы, то есть в случае необходимости медицинские работники есть, они находятся в резерве, плюс водители в резерве и санитарный транспорт. То есть нет необходимости сюда, туда, в район из города кого-то отправлять. То есть санитарный транспорт так и находится там в резерве, и он полностью оснащен. Каждый, независимо от того, какого класса автомобиль, оснащен по типу реанимобиля. То есть все оборудование, это дефибрилляторы, дыхательная аппаратура, это кислород, реанимационная сумка, кардиометр с функцией телеметрии. То есть это аппарат такой, когда у постели больного ЭКГ записываешь, и его это ЭКГ видит сам медицинский работник, его на пульте видит старший врач, и такая же программа установлена в кардиоцентре. То есть мы всегда можем принять решение коллегиальное, комиссионное для подключения того или иного препарата и так далее. Поэтому в Аксу тоже есть врачебные бригады, в Экибастузе врачебные бригады. И вот здесь вот, это вот центральная станция, здесь спецбригады, то есть кардиологическая, шоковая и так далее. Еще у нас 2 подстанции в пределах города,
там тоже имеются свои кардиобригады. И в режиме патрулирования мы для более быстрого доезда, одна бригада у нас находится в кардиоцентре, вот, одна бригада на территории 5-й поликлиники находится, значит, бригада у нас находилась в доме малютки. Ну, то есть мы стараемся распределить бригады по городу так, чтобы наиболее быстрый доезд был. А средний уровень есть доездный? Уровень Это зависит от категории срочности вызовов. 4 категории срочности вызовов. Первая категория это до 10 минут, вторая 15, третья 30 минут, четвертая 60 минут. Учитывая 5 минут на обработку вызова диспетчером, вот, прибавляйте еще 5 минут. Разные бывают ситуации, смотря какой вызов. Все зависит еще от того, насколько грамотно и правильно вызывающий назовет свой адрес, насколько он будет способен слушать то, что ему говорит диспетчер. Я понимаю, когда в семье случается беда, всегда паника, вот, но диспетчера у нас все имеют медицинское образование, у нас только фельдшера работают, у нас медсестры не работают. Каждый диспетчер обучен правилам и алгоритмам удержания звонка. То есть вызывающий нужно слушать то, что говорят. То есть, потому что иногда бывает говорят, ну вот этот магазин возле этого дома, где дом цыганки сгорел, например. Вот такое тоже могут сказать. Вот карта области в колл-центре, она постоянно обновляется, новые названия улиц, они постоянно вносятся, диспетчера проходят аттестацию. В общем-то, проблем особых нет.